В кусочки теста мы добавляем орехи и курагу, потом обжарим и польем сгущенкой. У нас получится таджикские рафаэлло. Пироги с сухофруктами и жареное тесто в сахарной пудре, десяток видов национального хлеба, кульча, чапоти и нон. Перед праздником Рамазан или Идаль-Фитр по-арабски женщины пекут вечером, а некоторые даже ночью. Ведь днем работать невозможно, температура воздуха превышает 40 градусов по Цельсию. А приготовить надо с запасом, чтобы хватило и на праздничный дастархон, и можно было раздать всем родственникам, соседям и неимущим. Таджикистанцы едят все с хлебом, поэтому на Рамазан мы готовим в основном мучное. Готовят еду на праздник традиционно на открытом костре, при этом используют только хлопковое масло. Хлопковое масло перед приготовлением пищи нужно хорошо прокалить. Затем его можно добавить практически в каждое блюдо. Будет очень вкусно. О наступлении праздника напоминают звонкие голоса детей. По традиции ребятишки ходят от дома к дому, поздравляя с окончанием поста, а хозяйки одаривают их сладостями. Мужчины спешат в мечеть. Главные храмы районов столицы не вмещают всех желающих, и многие вынуждены молиться на улицах. В праздник необходимо попросить Аллаха об отпущении грехов и поблагодарить за то, что дал сил выдержать тяжелый пост. В месяц Рамазан в этом году температура воздуха в республике поднималась до 50 градусов в тени. Сегодня таджики обязательно приходят на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родственников и помолиться за упокой их душ. В течение дня нужно сходить в гости ко всем родственникам и знакомым и вместе разделить пищу. Двери открыты у нас в эти дни. Кто бы ни зашел, Дарсархан, все есть. Надо, ход нет, один маис надо попробовать, чтобы этого человека в душе не чувствовал, чтобы он на мне зло или что держит. Иди Рамазан в Таджикистане объявлен официальным выходным днем. В столице страны не работают даже торговые центры и рынки. 97% населения страны мусульмане, и работать в этот день категорически запрещено. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.